Сегодня в Визинге Сысольского района простились с ветераном Великой Отечественной войны Алексеем Митюшевым. Он ушел из жизни 31 мая, ему было 96 лет. На фронт Алексея Егоровича призвали в январе 43-го, прямо со школьной скамьи. Проходил службу в воздушно-десантных войсках. На фронт попал в 44-м, участвовал в боях на Карельском направлении. 4 года назад наш канал рассказал историю бойца в программе «Мионез». Сам напарник Василий Тихонович. Напарник у меня был Василий Клинцов, тоже парень с нашего района. Ели с ним с одного котелка. Как-то утром проснулись и решали с ним, кто пойдет на этот раз к полевой кухне за кашей. А это нас только недавно на фронт перебросили, после военно-пехотного училища. Я взял котелок, ну и пошел. И вдруг слышу громкий взрыв. Оборачиваюсь, а там пыль, ничего не видно. Все взлетело на воздух. Потом уже узнал, что фашисты подложили фугас рядом с этой будкой, где мы жили. Целое отделение погибло. Мальчишки даже не успели повоевать. Дальше был Белорусский фронт. Освобождал Польшу, города на Балтийском море. К берегам Балтийского моря Приказ мы выполнили. Вышли к берегам Балтики, но увидели там такую страшную картину. В море тысячи тел мирных жителей. Немцы их утопили. Вот такие были фашисты. За форсирование реки Свирь был награжден медалью за боевые заслуги. Освобождал Варшаву. Война для Алексея Егоровича закончилась в Германии. Домой вернулся лишь в феврале 1948 года. Долгое время работал на руководящих должностях. До последних дней постоянно встречался со школьниками и призывниками. Ежегодно открывал республиканский турнир по мини-футболу за дедов, которые в футбол не сыграли.